На протяжении 7 лет на каждом заседании ЕАЭС одна из главных тем – устранение барьеров. Вроде бы пропускать товары через свои границы участники Союза должны беспрепятственно, но на практике случается и иначе. Президент Кыргызстана озвучил результаты расследования, проведенного Министерством экономики и коммерции. Данные неприятные, но правдивые. Хочу поделиться всего одним примером. Итогами расследования по скорости доставки сельхозпродукции в Российскую Федерацию, проведенного Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики совместно с партнерами по развитию в 2021 году. Данное исследование показало, что скорость доставки грузов из третьих стран в Российскую Федерацию, которые проходят несколько таможенных постов, существенно быстрее и дешевле, чем доставка грузов из Кыргызстана. При этом, как вам известно, таможенный контроль на внутренних границах ЕАЭС был отменен. Такие барьеры вносят раскол в отношения внутри Союза и создают негативный имидж ЕАЭС, подчеркнул Садыр Джапаров. Президент назвал их недопустимыми. Очевидно, что наличие барьеров не позволит нам в полной мере реализовать все цели и задачи интеграции, а также эффективно развиваться. Здесь у нас есть скрытые громадные ресурсы и резервы для развития наших экономик, как я отметил выше, и которые нам необходимо применить. Существованием барьеров обеспокоена и Армения, но республика считает, их устранение связано с согласованием экономик стран ЕАЭС. В данном контексте нельзя оставлять без внимания первопричины их возникновения, так как они в основном носят экономический характер. Уверен, что залогом значительного сокращения препятствий на внутреннем рынке станут согласованные действия по развитию наших экономик и промышленной кооперации с целью выхода на рынки третьих стран. Устранение барьеров необходимо именно сейчас, когда перед ЕАЭС стоит задача ответить санкционным войнам. При наличии препонов кооперация производства товаров, о которой говорил на саммите президент Беларуси, будет и невозможно, и бесполезно. Продукция просто не дойдет до адресата. Нужно серьезно форсировать работу по созданию новых кооперационных связей и импортозамещения, в особенности по товарам критического импорта. Актуальным является предложение по разработке индикативных балансов в отношении товаров первой необходимости для внутреннего рынка Союза. ЕАЭС имеет хорошие позиции в вопросах продовольственной безопасности. Однако в связи с прогнозируемым ажиотажным спросом в мире на первоочередные продукты питания необходима тесная координация, чтобы не допустить дефицита отдельных товаров в наших странах. Считаю, что к решению обозначенных проблем необходимо подтягивать и остальные государства СНГ. Пережить мировой кризис ЕАЭС поможет расширение его географии. Или по-другому – продвижение экспорта товаров, техники и технологий Союза в третьи страны и выстраивание отношений с новыми торговыми партнерами. Нам необходимо, как было отмечено в моем обращении, в связи с председательством Кыргызской Республики в органах ЕАЭС, активнее развивать международное торгово-экономическое сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона, Северной Африки, а также латиноамериканского континента. В этой связи Кыргызская Республика всецело поддерживает выстраивание новой архитектуры международной торговли, в том числе в рамках Евразийского экономического союза. Мы выступаем за создание зоны свободной торговли с Республикой Индонезия и продление срока действия зоны свободной торговли с Исламской Республикой Иран. Полагаем также целесообразным активизировать переговоры по соглашению о свободной торговле с Египтом, начать аналогичные переговоры с Индонезией. И кроме того, изучить вопрос о заключении преференциального торгового соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами. В условиях мировой нестабильности ЕАЭС должен изыскать внутренние резервы для устойчивого роста, и президент Кыргызстана обозначил основные маршруты поиска. Они очевидны.
Нам необходимо, во-первых, обеспечить безбарьерное функционирование внутреннего рынка. Во-вторых, усилить работу по либерализации рынка услуг. В-третьих, ускорить работу по завершению формирования общего финансового рынка. В-четвертых, необходимо в кратчайшие сроки приступить к локализации производств, реализации кооперационных проектов на наших территориях в целях снижения зависимости от импортной продукции во всех отраслях экономики. И в-пятых, нам необходимо совместно развивать нашу транспортно-логистическую инфраструктуру. Чтобы экономики стран стали устойчивой, а кошельки граждан ЕАЭС защищенней от инфляции, расчеты внутри Союза должны проводиться только национальными валютами. Еще одно предложение Кыргызстана и другое напутствие. В условиях нынешних глобальных и региональных вызовов все действия членов ЕАЭС должны быть направлены на поддержку и помощь друг другу. Екатерина Такамбаева, Нурдан Кырбеков, Пирамида.